Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет, друзья! Сегодня я приехал к Михалычу. У каждого, наверное, есть знакомый, которого зовут Михалычем. Вот и у меня появился такой знакомый. Вот у него здесь такая коптильня. Постоянно коптит рыбу сам. В прошлый раз я с ним коптил ряпушку здесь. Сегодня будем коптить щук. Вот я засолил дома и подсушил немножечко вот щук, которых в прошлый раз мы ловили. Нарезал их такими пластами. Вот сейчас их закоптим. Вот используем вот такие небольшие полежки. Это у нас ива, ну, тальник. Вот. У Михалыча своя методика копчения. Разрубаем их вот так пополам, получается. Вот здесь он установил сетку, уловитель, чтобы рыба туда не падала на дно, на копоть, а улавливалась тут. Михалыч пошел за крючками. Сейчас будем крючками подвешивать вот сюда. Вот сюда будем подвешивать. В прошлый раз вот с ряпушки остались крючки вот такие. Сюда вот две рыбы вешаем. И получается их сюда вот на уголки вот так раз цепляем. Вот так вот. Влазит где-то штук 60. Вот. Ну, по ходу дела буду комментировать, показывать, что да как. Так, ребята, там по поводу ножа пошла дискуссия, смотрю. Все вопросы, пожалуйста, задавайте в личку ВКонтакте. Ссылка на группу вот у меня в углу, вот, на моем канале, на шапке канала, там есть ВКонтакте, Одноклассниках и Инстаграм. Если кому интересно, можете кликнуть на них и перейдете по ссылке. А также есть ссылки в других видео предыдущих. Там прям идет ссылочка на группу ВКонтакте. Вот, по поводу цен. Ну, мастер приедет в конце. У него в конце марта там соревнования. Ну, в начале апреля он приедет. Вот, снимем ролик и думаю, что вы найдете свои ответы на ваши вопросы вот в этом ролике. Также там озвучит стоимость и все остальное. Вот. Ну, сразу говорю, что он делает все вручную, поэтому у него там не массовое производство, не штамповка, ничего. Поэтому будет, думаю, очередь, если есть желающие. Вот, а сейчас я буду придумывать штатив, чтобы вам все было видно. Или же будем таскать камеру с собой и снимать. Эти можно поразгибать. Ага, сейчас будем этих разгибать, да? Ну хорошо. Ну, можно этих здесь наклепать. А у тебя вот же проволока, может нарежем опять? 10 штук нарезать, это же недолго, я нарежу. Если плоскогубцы есть там, пассатижики. Ну давай, пока разбирай. Вот, а эти здесь живут, на нефтебазе. Ну вот так чуть-чуть его. Еще режем, да? Сейчас подожди, Напополам. одну сделаем. Зачем пополам?
А, это один крючок такой будет? Да, ну ты что смеешься? Я имею в виду один отрезать, потом по нему мерить. Так, примерно вот так. Примерно вот так достаточно. О, все, и поехали. Так. 4 штуки. Где проволока? Вот лежат. Ну, Вот я куча. же слепой. Итак, вот проволоку надо резать наискосок, вот так маленько, чтоб вот эти концы, они были как бы острые. Да, да. Вот, видите, вот получается вот. И ты рассказываешь в своем ютубе? Да. Да. Своим зрителям, потому что они любят, когда им все рассказывают. Ну да. Ну вот где-то, если вы подрезали неправильно, то можно ее перерезать вот так, чтобы получилось острое. От чего скорость зависит? Может, хватит этих-то Местная- крючков-то? По-моему, у меня столько рыбы даже и не будет. Да надо за 2. А, за 2 за надо? 2 цеплять. В смысле? Ты же за ним не будешь? А, вот оно что. А, ну смотри, как полезно. Так можно один раз. Я-то, у меня рыба была такая двойная, Ну-ну-ну. разваленная. А это может и на один пойдет. Тем более это. Это не острая сторона, по-моему. Сейчас разберемся. Так. Острые, не острые. Что, она у нас не войдет туда, что ли? Ну, это должна держать, по идее. Кости-то вот эти. Вот эти, Ну, получается, кости вот это, эти. ну, да, вроде держит. Ну, давай по очереди. На всякий случай за 2 раза зацепим. Вот, Михаил еще так цепляет все это дело, чтобы не соприкасалось между собой. Так, ну я скоро, я думаю... Вот прогорели дрова, Ну-ка, кинь-ка сухих. сухих подкидываем сейчас. Подбросим. Все, да, бросаю? Да, бросай все. Вот сейчас вот так вот. Подбросили еще, чтобы углей было побольше. Вот, теперь сверху кидаем сырые. Теперь сверху сырые кидаем. Здесь нам нужно, чтобы, получается, шкурка обгорела у сырых. Вот в коре в этой вот смола содержится, поэтому ее нужно обжечь. А еще лучше ее, конечно, готовить летом заранее и ободрать всю кору. А так вот, чтоб обгорело. Ну вот видите, какая конструкция. Бочка, вот банка, которую он накрывает. Он ее вот так вот закрывает. Вот так вот. Тем самым регулирует подачу сюда. И труба вот. У него это короткая труба, но у него еще этот. Она должна быть длинная. Но и он и такой справляется. Регулирует там постоянно просто температуру. Так, давай, кричи мне. Вон лежат. Так, вот Михалыч тащит сейчас. Будет загружать первую и последнюю закладку на сегодня. Пойдем с ним в компьютере копаться. Вот посмотрите, как сделано. Это обод, да, от старой бочки, от меньшего диаметра бочки. Да. Висит, висит.
Все висит на крючках. Надо бы. Как птица. Чуть-чуть надо было немножко, да? Сюда. Давай. Здесь закроется цикатица. Так. Ну теперь через несколько минут мы ее закроем. То есть ждем, пока кора обгорит, да? И закрываем. Ну она, во-первых, нагреется это, сырое дерево нагреется, стальничное. И начнет это, как говорится, гореть. И тут мы ее закрываем. И тут мы ее закрываем. Так, при копчении бочка должна быть у нас постоянно холодная, да? Ну, теплая. Теплая. Холодная. Конечно, когда пока она дымом обдается, желательно, чтобы она была прохладной. А в конце уже подогреваешь, просто банку вытащил и начинаешь пилить. Сейчас мы ее вставляем. Так, вот с другой стороны, чтобы удобно было вытаскивать. Вот, сейчас она у нас начнет гореть. Так, видишь, как она плохо горит. Ну, можно закрывать, наверное. Все прогорело. Ну все, закрываем сейчас. Закрываем. Так, сейчас вот закрываем. Такая крышка у него от печи. Самодельная тоже все. Плотно, смотрите, как закрывает. А крышку пока не открывает. Внутри которая. Банку он не открыл. Так, закрыли, дым пошел. Вот дым отсюда пошел. Вот дым пошел отсюда. Сегодня ветер, поэтому хорошо раздувает. Как бы у нас там не разгорелось, да, еще? Не, ерунда. Вон сырых накидаем. Да мне кажется, даже вот этой закладки хватит, наверное, уже. Сейчас разгорится, на махом сгорит. Полчаса и надо выбрасывать. Так, ну дым не горячий, уже хорошо. То есть мы будем коптить около 2 часов холодного, да? Да, чтобы продымилось. Продымилось, а потом открываем банку и подаем уже теплый дым. А вон крышка не полностью, не плотно закрылась, ничего, да? Нормально. Она там это чуть-чуть придерживает и Вот такая коптильня самодельная. Шает. Углей куча. Куча углей. будем надеяться, не потухнет. Ну будем посматривать время от времени. Ладно, пошли. Время можете посмотреть у меня по времени. Так, ну подогреть надо. Ну, Так, сейчас будем открывать баночку, убирать и подогревать, да? Погоди, ну, сначала посмотрим. Нет. Надо греть, да. Что-то они совсем потухли, что ли? Надо просто это проверить.
О, какой цвет приобрела Одну надо хотя бы. рыба. Банку. Банку не, подожди, я сам буду. Сейчас. Палец. Так, эти надо убирать дрова. Они все равно гореть уже не будут. Надо идти смотреть. Может и не свежий. А что, свежий сегодня свежий не берут, не привозят разве? Не, ну Каждый день. он же лежит, наверное. Не все берут его. Некоторые. Если вы это, если вы на поднимете все, и долго будет подниматься. Ладно, да давай подождем маленько. Конечно, давай подождем. Еще минут 30, да? Да. Бочка должна нагреться. Когда я подыму. Там проволока надо. Дерни по спине. О, пошла. Вот так вот встану, когда. Что, видно, нет? Видно? Еще Она у тебя щелкает, нет? нет. Не знаю. У моих знакомых нет. Но они не нужны. Она на вкус, как говорится. Специфический вкус у него. Копченая, да? Нет, я имею в виду вообще мясо. Не копченый, не копченый. Соленое что-то это так себе. Не особо, да? Грубо говоря, ее кто кушает, я не знаю. Не, ну, городские ее едят за милую душу. Ну это да, у них это, я понимаю, и все что угодно заготовить. Ну здесь как, вот окуня хорошо как можно его более-менее. Он вкусный, нет? Хоть копченый получается. Окунь все нормально получается. Да? Ну вот сколько этого, когда рыбы другой нету, она пойдет нормально. Мы его надо, знаете, До дальнего что? Ну поедем сейчас. Коробку дома оставлю. Поедем. Шампанское надо сказала.